Общественная палата Коми зафиксировала мобилизацию жильцов многоквартирных домов в решении вопросов вывоза ТКО. Об этом в ходе обсуждения итогов внедрения мусорной реформы в регионе рассказала руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми, руководитель Центра ЖКХ «Контроль» Дарья Шучалина. Так, скачок жалоб произошел в апреле-мае. С ноября прошлого года, когда у нас была внедрена данная реформа, по состоянию на 28 мая текущего года у нас количество обращений превысило 400 штук. Объясню, чем обусловлен скачок. Вот за апрель и практически весь май резкий рост у нас обращений по количеству происходит в связи с тем, что у нас жильцы домов практически на всей территории Республики Коми очень активно мобилизуются. То есть у нас выросло количество коллективных обращений, когда жильцы полностью всем домом обращаются к нам в Общественную палату с просьбой помочь им в решении тех или иных вопросов. И эта тенденция очень хорошая и правильная, потому что это говорит о том, что уже практически не осталось тех собственников или нанимателей жилья, которым было бы все равно, за что они платят деньги. Среди городских округов больше всего жалоб в Общественную палату Коми поступило из Сыктывкара, Ухты и Емвы. Среди сельских районов из Сыктывдинского, Сысольского и Усть-Вымского. При этом топ-тем жалоб выглядит следующим образом. Это неправомерно выставляемые потребителям счета за вывоз мусора, нехватка баков и отсутствие, либо ненадлежащее состояние контейнерных площадок, а также отказ органов местного самоуправления гражданам в предоставлении справок об отсутствии объектов индивидуального жилищного строительства. То есть некоторые владельцы земельных участков, которые еще только начали строить свои дома, либо вообще еще не начинали возведение, тем не менее получают счета за вывоз мусора.